Университетское радио «Ура» в Набережно-Челнинском институте КФУ вошла в десятку лучших. Теперь студентов ждут в Москве на ежегодном конкурсе среди студенческих редакций «Вместе радио». В этом году он проходит в 10-й раз. Заявки на конкурс отправили более 30 вузов из разных городов России и Украины. Алина Сидорова узнала, чем покорили челнинцы столичное жюри. 6 мая в КФУ. Каждый день Елена Перловская готовит свежий выпуск новостей на университетском радио «Ура». На днях девушка впервые приняла участие в региональном конкурсе студенческих работ. Ее интервью «Курсач» вошло в десятку лучших на фестивале «Вместе радио». В этом году он проходит 10-й раз. Свои работы выставили более 30 вузов из разных городов России и Украины. Для этого мы пригласили гостью, студентку, которая делилась опытом, как она за все годы учебы ни разу не оставляла защиту курсовой работы на доп. Сессию. Также опросили студентов, преподавателей, и проводили статистику. Университетское радио «Ура» в КФУ вещает уже 3 года. Во время большой перемены выходят интересные рубрики и свежие новости. Атмосфера творчества царит постоянно. Новые идеи обсуждаются, а потом воплощаются в жизнь. Первый раз, когда я выходил в эфир, было волнение, потому что все-таки в прямом эфире вещаем на весь университет. А сейчас уже я больше импровизирую и более уверенно чувствую себя в прямом эфире. Руководит этим веселым коллективом Рузиль Мингалимов. Он один из инициаторов создания студенческого радио. Для него важно научить ребят думать, импровизировать, выходить из экстренных ситуаций. А я продолжаю наш эфир. Елена только что читала новости. Спасибо ей большое. Новости, как всегда, актуальные, свежие. Когда, кстати, ты готовила их, Елена? Елена меня не слышит. Елена заснула в прямом эфире. Музыкальная пауза, и мы продолжим. Появляется у них харизма. Появляется у них голос. Были такие студенты, которые первые выпуски свои, скажем, у них вообще писклявый голос, писклявый. И если сравнить сейчас, какой был у них голос, у нас архивы всегда ведутся, то это небо и земля. На днях ребята отправятся в Москву, где огласят победителя фестиваля «Вместе радио». Ребята уверены, что шансы на победу у них большие. В столице их ждут мастер-классы и конференции. Алина Сидорова, Рамиль Закиев для программы «Новости».